Доказывать им, что это бесполезно, потому что у них сложившиеся свои стереотипы, свое мнение, они никакие документы не рассматривают, даже те договоренности, которые были подписаны, когда Казахстан, 2 дивизии ракетных войск стратегического назначения были переданы в состав России. То, что Россия была одним из тех государств, которые должны были обеспечить территориальную целостность Казахстана. Сейчас такой же по украинскому сценарию рассматриваются эти вопросы. Кто-то у нас говорит, что да, это невозможно, никогда этого не будет, Россия не будет претендовать на территорию. Это неофициальная позиция России. Не надо далеко ходить, надо посмотреть просто на Украину, как произошло. Я сам служил на Украине в советское время. И никогда бы я не подумал, что Россия будет претендовать на какую-то часть Украины, братское государство. Но если там это произошло, что мешает зайти здесь, в Казахстане? И я думаю, что для нас пришло время задуматься, как можно, вот я буквально недавно узнаю, что информация сейчас везде поднимается, что национально-освободительное движение, вот это, которому координирует господин Федоров, оно, оказывается, свободно существует у нас на территории Казахстана. И вот по одним данным, даже штаб его находится недалеко от Комитета национальной безопасности в городе Нур-Султане. Это о чем говорит? Человек, который фактически заявляет о том, что имеет притязание к территории Казахстана, вплоть до Алматы. Этот человек говорит, что необходимо эти земли вернуть. И такая организация находится и существует в Казахстане. В этой связи я хотел бы обратиться к генеральному прокурору, как гражданин Республики Казахстан. Необходимо обратить внимание на эти организации. Вместе с тем хотелось бы также обратиться к офицерам. Я сам являюсь офицером запаса, полковник Серкбаев Мухтару Мирсериковичу. Я бы хотел обратиться ко всем ветеранам вооруженных сил Республики Казахстан. Те, которые сейчас находятся во всех регионах нашего большого Казахстана, в том же Уральске, Актюбинске, вдоль границы, Кустанае, Павлодаре, Петропавловске, Усть-Каменогорске. Надо провести работу по этим организациям, написать официальное заявление в Генеральную прокуратуру и прокуратуру областей, чтобы с этими организациями всеми, чтобы провели работу. Чем они занимаются? Если фактически эти организации замыкаются на верхнее руководство, которое находится в России, необходимо все сделать для того, чтобы эти организации прекратили свое существование на территории Казахстана. И это одна из важнейших задач, я считаю, на сегодняшний день. В тот период, когда у нас планируется проведение выборов, когда идут процессы, связанные с тем, что будут выборы в парламент, непонятно, какая ситуация сейчас происходит в вооруженных силах, когда не все так гладко, насколько я знаю, что руководство вооруженных сил в отношении обеспечения военной безопасности нашего государства по северным направлениям и западным не принимает кардинальных решений. И это необходимо делать серьезно и срочно, потому что в противном случае нас ждет участь Украины. Это что такое происходит? Те органы, которые должны этим заниматься, получается, этим не занимаются, они занимаются какими-то проблемами, связанными не с обеспечением национальной безопасности государства. Когда такой всплеск информации сейчас идет, что у нас на территории находится столько организаций, которые практически подрывают суверенитет нашей страны, которые работают против нас. Это что за отношение такое? Наших органов. Везде структура, во всех областях эти органы есть. У них стоят задачи по обеспечению национальной безопасности нашего государства. Если такие события происходят, это первый этап уже гибридной войны. Если мы на это не обратим внимания, то кто этим будет заниматься? В Казахстане всегда было, коснемся истории. В одно время что происходило касаемо Отечественной войны с Джунгарией? Но в тот период казахи вынуждены были, батыры, взять в свои руки управление и собирать ополчение. Мы о них прекрасно знаем. Бугенбай Батыр, Хабанбай Батыр. Это люди, которые уже, видя, что руководство не занимается этим, они вынуждены были заняться сами. Исходя из сегодняшней ситуации, я вижу так, что по аналогии проведя, батырами являются у нас офицеры, генералы, офицеры, которые служат, которые находятся в запасе сейчас. Неужели пришло время офицерам запаса приступить к тому, чтобы заниматься этими вопросами, когда есть специальные службы, которым платят заработную плату, и этим они ежедневно должны заниматься? Это очень серьезный вопрос, и им надо срочно заниматься. И это наша территория, я скажу словами, как господин Путин говорил.
Это наша земля, мы куда хотим, туда войска и двигаем. И почему мы должны спрашивать у Соединенных Штатов Америки или НАТО, где наши войска должны быть размещены? Есть у нас договоренности 100-километровая зона до границы в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Вот ее соблюдаем. А все остальное это наше право Казахстана, нашего государства, где у нас должны быть войска, от кого мы защищаемся. Это очень серьезный вопрос. И на завтра переносить, это мы завтра сделаем, это мы потом. Даже части стоят с конкретной боевой задачей, которые должны выполнять ее при первой попытке вступить на землю Казахстана, там, зеленого человечка или кого-то другого. И все органы должны работать в едином режиме, под одним руководством, а не так, что КНБ будет тянуть на себя, Национальная гвардия на себя, Министерство обороны на себя, непонятно, как будет система управления. А я знаю, что там тоже существуют проблемы, их надо сегодня решать и немедленно. Возможно, даже в этом году должно это все произойти. Все это организовано, и все эти вопросы должны быть закрыты, чтобы население наше, и так много проблем на сегодняшний день есть, чтобы они были спокойны, что наши границы, наша территориальная целостность, наша независимость, суверенитет обеспечены, их безопасность. Слов не нахожу больше, чтобы сказать этим людям, которые выступают по поводу отделения части территории к России или вообще вхождения Казахстана в Российскую Федерацию. И не хочу даже на них обращать внимание, но единственное могу сказать, что эти люди еще раз открыли глаза на самом деле, что думают о нас и какое отношение к нам. Понятно, что мы входим в состав договора о коллективной безопасности, Евразийское экономическое сотрудничество и другие договоренности есть. Но если такое отношение к нам, то какое отношение должно быть у нас? Все делается для того, чтобы какие-то проблемы существовали. Единственное государство, которое с Россией пока не имеет никаких проблем, по всем нашим договорам сотрудничает с Россией. И такие выступления со стороны, будем так говорить, политиков российских, никакой критики нету от руководства Российской Федерации. Все в том же режиме. Режим сейчас молчат, значит, это как бы спущенные люди для того, чтобы специально, как вот сыпные псы, пустили их и проверяют, что-то сможем мы противопоставить или нет мы. Единственное, хочется им сказать спасибо, что они нам глаза открыли на то, что необходимо сейчас нам делать. Я обращаюсь ко всем гражданам Республики Казахстан. Это очень серьезный, важный вопрос, на который надо обратить внимание. Везде, не проходите мимо. Надо проводить эту работу с нашей молодежью во всех регионах. Разъяснять, потому что здесь история, получается, с российской стороны напишется только в одну сторону, в выгоду Российской Федерации и возвышение Российской Федерации. А мы, получается, здесь пришлые люди, непонятно откуда появились, чуть ли не с космоса прилетели и заняли чью-то территорию. У нас история очень богатая, великая, и сейчас надо принимать кардинальные меры. Я прошу те органы, которым положено этим заниматься, Генеральная прокуратура, Комитет национальной безопасности, сделать все для того, чтобы эти вопросы быстро были решены. И вопросы, связанные с тем, что на территории Казахстана существуют эти организации, это вообще уму непостижимо. Почему это происходит? Один из важных вопросов сейчас – это дееспособность наших вооруженных сил. Понятно, что мы показываем на парадах, показываем видеороликов, сейчас Министерство обороны очень много показывает нашу мощь и так далее. Но она должна быть реальной, способной, потому что все, что у нас в вооруженных силах происходит, и то, что есть, это практически 100% знает сопредельные государства, особенно Российская Федерация. И тут одними роликами ничего не сделаешь. Делайте реальные шаги, господин министр обороны, для того, чтобы обеспечить военную безопасность нашего государства. Или освободите свою должность для тех людей, которые будут управлять вооруженными силами как положено. И генеральный штаб тоже касается, то же самое, начальника генерального штаба. Потому что сейчас надо принимать решения. Если вы сейчас не примете решение, завтра будут гибнуть люди, мирные люди будут гибнуть. Вы что хотите, чтобы у нас в Казахстане, как в Донбассе, создавались ополченческие батальоны, которые будут защищать свою территорию? Делайте что-то сегодня, сейчас, не дожидайтесь. Создали территориальные войска. Доводите до конца то, что глава государства поставил. Не сидите на одном месте, не ждите, когда еще вам кто-то дополнительную команду даст. Какие команды еще надо вам? Выполняйте то, что положено, или освобождайте должности, на которых вы находитесь. Другого вывода нельзя сделать. Я прошу всех офицеров вооруженных сил, ветеранов вооруженных сил, офицеров, генералов поддержать мое выступление выступлениями в возможных передачах, круглых столах. Нельзя этот вопрос оставлять. Если мы хотим существовать как государство, мы должны сегодня все это сделать. Сегодня должны все поднять эти вопросы и сдвинуть с мертвой точки. Если надо, готовы ехать в Северо-Казахстанскую область хоть сейчас.